Строительство социокультурных центров, создание модельных библиотек, новые цифровые проекты. Планы культурной отрасли региона этого года практически исполнены. И еще более грандиозные задачи ставит перед собой министерство в год юбилея региона. Запланированы масштабные проекты не только в столице и районах Коми, но и в Москве и Санкт-Петербурге. А уже сейчас по городам России передвигается выставка о нашей республике. Артисты гастролируют с лучшими постановками. Ольга Коняева продолжит. Коронавирусные табу дали культуре региона новое дыхание. Наши музеи, театры появились онлайн, в том числе на федеральных платформах. И это не только постановки, экскурсии, мастер-классы. Давно ожидавшие оцифровки музейные коллекции теперь представлены всему миру в сети интернет. Не получилось увеличить количество посещений, но остальные планы в процессе или уже реализованы. 15 модельных библиотек Коми – лидер реформы. 5 новых социокультурных центров в селах. Уже открыты в Почерье и Чиньяворыке, на очереди Карпушовка. Еще 2 центра готовы на 2/3. Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2021 год планируется в размере 2 миллиарда 665 миллионов рублей со снижением на 71 миллион рублей или на 2,6% относительно уровня 2020 года. 15 тысяч человек посетили наши главные туристические объекты: Финно-Угорский этнопарк, Юг-2 и Печора-Илычский заповедник. Вырос поток туристов на Мань-Пупунер. Еще в прошлом году на плато летали только из Перми. Теперь доступны вертолетные туры из Троицка-Печорска. Сфера гостеприимства делает первые шаги в развитии. 40 гостиниц прошли классификацию, и впервые одна из них получила 4 звезды. В перспективе создание трехмерного туристического кластера благодаря участию нашего проекта «Девственные леса Коми» в федеральном конкурсе по развитию особо охраняемых территорий. Несмотря на достаточно напряженную борьбу и жесткую конкуренцию, среди 115 заявок наш проект, как я уже сказал, вошел в число финалистов. Проект был существенно доработан и прошел экспертную оценку федеральными и международными экспертами, инвесторами и бизнес-сообществом. И также уже в декабре мы ожидаем приезд нескольких интересантов, которые буквально в понедельник на инвест-мероприятии по защите проектов победителей заинтересовались им и планируют приезд в Республику Коми. Оптимизация бюджетных расходов на культуре региона практически не скажется. Уже построенные планы по строительству, модернизации не изменились. Есть и новое направление – ремонт детских музыкальных школ. Это плюс к постепенному обновлению инструментов и оборудования. Тут большая часть финансирования из федерального бюджета. В 2019 году отрасль привлекла 229 миллионов рублей федеральных средств и 165 миллионов в этом 2020 году. То есть это характеризует серьезно выстроенную системную работу с органами федерального уровня. Главные масштабные задумки на 2021 год, конечно, юбилейные проекты, обновление инфраструктуры, грандиозные культурные события. Подготовка идет уже не первый год. По всей стране сейчас передвигается выставка о нашем регионе. Артисты театров гастролируют с лучшими постановками. В мае, как планируется, Дни Коми пройдут в Москве и Питере. Это концерты, фестиваль «Люди леса», инвестиционный, экономический форум. Целый состав метро будет брендирован символикой Коми. В самом регионе Северная биеннале, культурный форум в партнерстве с Финляндией, где только приглашенных гостей ожидается 5000 человек. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган.